Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Сегодня 3 марта, день, который не раз отражался в летописи республики. И вот почему. В 1934 году в этот день появилось первое сообщение о начале строительства водозабора на Волге. Тогда общая потребность для растущей Казани составляла всего 29 тысяч кубометров в сутки или около 3 литров в секунду. К слову, Волжский водозабор выдает сейчас в день более чем 500 тысяч кубометров, что больше почти в 17 раз. 3 марта 1963 года прошли выборы в Верховный Совет ТАССР 6-го созыва. А уже в современной истории 3 марта 2018 года Казань посетила совместная делегация ФИФА и Оргкомитета России-2018. Они проинспектировали подготовку стадиона к чемпионату мира по футболу. Вот чем день запомнился в прошлом, ну а мы расскажем о настоящем. Чтобы спорт вошел в жизнь каждого. Это беспрецедентная история, связанная с таким большим объемом вложений. О планах по строительству новых спортивных объектов в республике Зарина Ахметова. Особенные лыжи для особенных детей. Общение, свежий воздух, новые лыжи. Как в Татарстане адаптируют лыжные базы для людей с ограниченными возможностями здоровья. На примере Альметьевска расскажет Филюза Хамидуллина. Интерактивная песочница, массажный бассейн и робототехника. Зарабатывать будущее. И нас уже обучают, как роботы устроены. О новых возможностях развития и отдыха для детей с инвалидностью расскажет Юлия Муратова. Когда счет идет на секунды. Вот она немедленно, она, не задумываясь, нырнула и его достала. Челнинская школьница спасла едва не утонувшего мальчика. О настоящем чуде Наталья Мезина. Чтобы спорт вошел в жизнь каждого татарстанца, почти 4 миллиарда рублей направят в этом году на строительство спортивных сооружений в республике. В районах в рамках национального проекта «Демография» появятся площадки под ГТО. В Челнах новый бассейн. В Казани к столетию ТАССР 2 крытых манежа. И это еще не все. Объемы работы можно сравнить с подготовкой к универсиаде, отмечает в Минспорте республики. Зарина Ахметова побывала на местах подготовки будущих спортсменов. Круглый год. Выполнить эту задачу призван манеж, который строится на пересечении улиц Чайкова и Бондаренко. Он предназначен для футбола и регби. Сейчас работы выполнены на 7%. Завершить все планируют уже к концу этого года. 4 крытых манежа добавятся к спортивной инфраструктуре республики в этом году. 9 районов пополнятся площадками для ГТО. Впереди открытие бассейна «Юбилейный» в Набережных Челнах. Здесь электрощитовая у нас, здесь помещение главного инженера, соседнее помещение медсестры. Тренажерный зал сухого плавания, 2 чаши бассейна. Одна для детей уж. И для взрослых 25 на 14 на 6 дорожек. Объект приурочен к 50-летию КамАЗа. 70% работ уже выполнены. Будет использоваться в первую очередь для того, чтобы занимались плаванием дети 2 школ. Рядом 2 школы. Общая численность учащихся более 3000 детишек. Средства выделены по федеральной программе «Спорт. Нормы жизни». Это часть национального проекта «Демография». Беспрецедентными Минспорт называет вложение в спортивную инфраструктуру в этом году. Почти 4 миллиарда рублей. Если не сравнивать период подготовки к универсиаде, все-таки это было локализовано только в столице, в Казани. Подобного рода программ и подобного рода объемов никогда в нашей республике мы не реализовывали. По решению Рустама Минниханова построят еще 3 крытых бассейна, 6 универсальных спортзалов, 2 крытых катка в районах. Мы действительно ведем постоянный мониторинг, контроль за ходом строительства этих объектов. Очень жесткий контроль со стороны президента Татарстана. И эти вопросы аналогично рассматриваются 1 раз в неделю у главы республики. Подготовить тропу для будущих спортсменов в этом году не только построят новые, но и отремонтируют старые. Например, здесь на стадионе ТАСМу заменят 3000 квадратных метров рулонного покрытия для легкоатлетических дорожек. Последний раз их меняли в 2013 году перед универсиадой. 500 миллионов рублей направят на капремонт из бюджета в этом году. За 5 лет 2,5 миллиарда. Зарина Ахметова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Набережные Челны, Казань.
Благодаря вот таким вливаниям в Альметьевске до сих пор катаются на лыжах. И это несмотря на плюсовую температуру. Здесь появилась новая лыжная база. С ее оснащением помогли нефтяники. Главный акцент здесь – дети с ограниченными возможностями. Потому и оборудование специфическое. О том, как адаптируют лыжные базы для особенных детей, узнала Филюза Хамидуллина. Десятилетняя Самира Ботина этой зимой впервые встала на лыжи. Рядом с их домом открыли новую базу. Если бы много снега было бы, мы бы каждый день занимались. Но так-то мне нравится, все супер. Лыжи хорошие, ботинки теплые. 2,5 миллиона рублей ушло на ремонт и инвентарь. Теперь здесь занимаются дети с ограниченными возможностями. 7:30 утра они уже стоят, ждут, когда я приду, когда им дам лыжи. Хотят они очень заниматься, то есть им это интересно. Две раздевалки, тренерская и инвентарная, 50 комплектов лыж. Базу площадью в 100 квадратных метров отремонтировали за 4 месяца. Она соответствует всем современным стандартам. Не забыли и об особенных детях. Для них специально закупили вот такие комплекты. У Арсения Степанова ДЦП. До 13 лет ни разу не вставал на лыжи. Чтобы укрепить спину и мышцы рук, такая тренировка просто необходима. Общение, свежий воздух, новые лыжи. Мне нравится и все круто. Для нас такая радость и удовольствие для ребенка. Потому что спорт у нас на первом месте, и мы каждой возможности рады. До этого в городе не было таких возможностей. Сейчас здесь занимаются больше 20 особенных детей. У нас в основном больные же дети, которые особенно поражение опорно-двигательного аппарата, в основном сидят только дома или в школе. А это дает возможность выйти на природу. 2 года назад Федерация лыжного спорта в городе начала реализовывать специальную программу по развитию лыжного спорта. Так открыли 5 лыжных баз, привлекли тренеров из других городов. Активно именно спортивными лыжами занималось около 70 человек. На данный момент мы посчитали, что у нас сейчас лыжным спортом, именно спортивными лыжами занимается 330 человек примерно. До конца года планируют открыть еще 2 базы. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Для казанского марафона снег на трассу придется везти, ведь он состоится при любой погоде. Ежегодное спортивное состязание планируют провести 7 марта на стадионе «Локомотив» в Юдино. Нарушать традицию даже из-за погодных условий не намерены, поэтому решено привезти снег на КАМАЗах со стадионов «Ракета» и трудовые резервы. По словам представителей исполкома столицы, к началу соревнований лыжня будет готова. В ближайшие 5 лет в Татарстане полностью переоснастят школы-интернаты для детей-инвалидов. Некоторые уже привезли интерактивные песочницы, массажные бассейны и лечебные тренажеры. Только на 4-ю казанскую школу выделили 4 миллиона рублей в рамках национального проекта образования. Новые возможности оценила Юлия Муратова. Поставим букву А. Какой у нас получится? Таир Ахмадуллин, ученик 4-й школы-интерната для детей с инвалидностью. У мальчика задержка психоречевого развития. На уроках сопровождает мама. Сейчас она делится: после ремонта и обновления оборудования ребенок меньше устает и лучше усваивает программу. Анатомические стулья появились у нас. Даже был такой момент, что некоторые парты нам не подошли, и нам их даже заменили. Именно функционально, чтобы детям, первоклассникам было удобнее. Сегодня в этой школе обучается почти 200 детей. В кабинетах интерактивные доски и программное обеспечение. На ремонт ушло более 4 миллионов рублей по национальному проекту образования. Хорошая уже сообразительность. То есть мы идем по десяткам, это считаем по математике. Мы сейчас откроем задание. И на слоговые структуры будем делать задания. Для тех, у кого страдает речь, интерактивный стол. Вместо традиционных карточек у логопеда живые картинки, анимации, звуковое сопровождение. Развивает мышление и память. А в этом кабинете интеллектуальные навыки ученики тренируют, собирая сложную робототехнику. За робота ведь будущее. Врачом я вообще-то хочу стать. Роботы тоже нужны, чтобы помогать в операции. Вся сенсорная комната работает от планшета, и это очень-очень удобно. А после занятий не только можно, но и важно восстановить силы. Специальный свет и музыка снимают напряжение. Есть и бассейн с массажными шариками. А это специальная интерактивная песочница. С помощью кинестетического песка можно создавать абсолютно любой рельеф. Но разбивая шарики, здесь и развивают моторику, одновременно снимая стресс.
Главное здесь не только развивать сложных детей, но и поставить их на ноги. Многие могут передвигаться только с поддержкой. Каждый день после занятий лечебной физкультуры на новых тренажерах. Дети приходят с множественными нарушениями. И, конечно же, когда у нас получаются какие-то результаты, даже незначительные, мы всегда говорим, что любой результат – это результат. До 2024 года по национальному проекту будет оборудовано еще 22 школы-интерната по всей республике. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Когда в 13 лет уже герой, челнинская школьница спасла тонущего мальчика в бассейне. Первоклассник захлебнулся и пролежал в воде без сознания около 3 минут. Первой его заметила Аня Соловьева. Подробности чудесного спасения в нашей рубрике «Разрешите поблагодарить». Когда я плыла сюда, я увидела вот здесь вот мальчика, он был без движения. С такой ситуацией Аня столкнулась впервые. 8 лет занимается синхронным плаванием, вода, можно сказать, ее стихия. Поэтому без лишних раздумываний уверенно прыгнула на глубину 2 метра. Без движения 7-летний мальчик пролежал на дне бассейна около 3 минут. Его, ростом почти с себя, хрупкая Аня на своих руках вынесла из воды. Я поплыла, достала его, вот вышла вот сюда на ступеньки. Он был тяжелым. Потом подбежали все тренера, тоже начали его откачивать. Подбежала, начала сразу реанимационные действия делать. Тут же вызвали спасатели МЧС и скорую помощь, но надежду не теряли до последнего. Взрослые и дети все вместе продолжали откачивать мальчика и смогли. Сердце застучало. Но из него, конечно, вышло очень много всего. Мы его всего выпотрошили. Хотя, в принципе, он, конечно, легкие засорил. И его там вводили в медикаментозную кому, и ему чистили легкие. Но малыша спасли, он жив-здоров, учится, и мы все очень рады. Героем Аня себя не считает, но в секции по синхронному плаванию о спортсменке говорят с гордостью. У нас есть такая девочка, как Аня Соловьева, ведь она помогла мальчику, который чуть не лишился жизни, и она не подвела тренеров. За храбрый подвиг Аня Соловьева уже получила благодарность из рук мэра Набережных Челнов. Наталья Мезина, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Они за безопасность на производстве. На ТАИФ НК подвели итоги 2019 года по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Сегодня на предприятии трудится порядка 4000 человек. Об условиях их работы Рамиль Галиуллин. Перед подведением итогов награждение лучших. Для работников производства это не игра, а тренировка, чтобы в случае нештатных ситуаций быть готовым. К конкурсу отношусь как к проверке моей квалификации, оценки проделанной работы, сознание хорошей проделанной работе, получение высокой оценки в качестве приза. Двойной бонус, и грамоты, цветы, материальное поощрение. Мы как слаженный организм действовали в данном случае, то есть как кулак, то есть не хватает одного пальца, это уже не кулак, как вы сами понимаете. Теорию и практические навыки в области охраны труда и промышленной безопасности на ТАИФ НК проверяют ежегодно. Без этого работник не допускается к производству. Сегодня на предприятии трудится порядка 4000 человек. Обучение должен пройти каждый без исключения. Ведь безопасность здесь превыше всего. В 2019 году ТАИФ НК в плане для осуществления контроля за состоянием технологического оборудования были приобретены камеры инфракрасные, которые позволяют определить даже возможные утечки. Особое внимание на ТАИФ НК уделяется и здоровью сотрудников. Обязательные медосмотры на предприятии проводятся регулярно 1 раз в год. У нас все 100% работники прошли медосмотры. Проходят при поступлении на работу и периодически. Руководством предприятия очень хорошее внедрено мероприятие по проведению дополнительных скрининговых медицинских осмотров. Чистота природы – еще один залог безопасности как работников, так и населения. Чтобы опасные выбросы не попадали в окружающую среду, на предприятии функционируют современные биологически очистные сооружения. В прошлом году проведено почти 1500 анализов. По их результатам превышение по загрязняющим веществам на предприятии не выявлено. На охрану окружающей среды в 2019 году ТАИФ НК направил более 1 миллиарда рублей. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. По следам Великой Победы. Каждый стенд проходит через сердце, каждый стенд проходит через каждую семью. Что нового появилось в Музее Великой Отечественной войны, увидел Сергей Хайдаров. Пышногривые, выносливые, а главное, быстро набирают в весе. Балтасинские фермеры разводят русских тяжеловозов. Каждый хочет по-своему работать.
кто-то разный бизнес открывает. Как сегодня стать успешным фермером и чем помогает программа «Стартап». Алия Хайрудинова. Рустам Минниханов встретился сегодня с министром культуры России Ольгой Любимовой. Президент Татарстана рассказал о реализации в регионе национального проекта «Культура». В настоящее время идет капитальный ремонт театра кукол в Набережных Челнах. Открыты новые модульные библиотеки. Рустам Минниханов отметил необходимость строительства в регионе центров культурного развития. 2 таких уже есть в республике. Также обсудили возможность поддержки Русского драматического театра «Мастеровые» в Челнах и строительство музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» в Казани. В Казани стартовал новый сезон проекта «Политзавод». Из 800 заявленных участников со всего Татарстана только 100 продолжают борьбу. За полгода студенты, рабочая молодежь, предприниматели, учителя от 18 до 35 лет научатся ораторскому искусству, увидят работу Госсовета изнутри и получат советы от лидеров республики. В этом году обучение пройдет по 3 направлениям. Молодые кандидаты, законодатели и общественные лидеры. Главный приз – стажировка во Франции. Хотелось бы сделать Россию лучше. Путь это начинается обычно с низов. Естественно, хотелось бы получить необходимый опыт. Хочу больше принести пользу обществу. Единственная моя цель. После собеседования у нас непосредственно начинается очно-образовательная программа, где у нас главным наставником является Фарид Карилович Мухаммедшин. Мы также устраиваем встречи с известными политиками, общественными деятелями. Создают, разрабатывают и внедряют. В Казани прошел образовательный форум молодых рационализаторов и изобретателей республики. Почти 100 ребят, работающих на заводах и предприятиях со всего Татарстана, приехали в Казань, чтобы представить свои разработки. Что из этого уже применяют, расскажет Вероника Гайнудинова. Заменить гиперциклоны на нефть. Вместо громоздких установок 60-х годов она разработала новые, с меньшей энергозатратностью и небольшие по объему. Молодой инженер из Нижнекамска Анна Никина предложила на своем ТЭЦ использовать новую систему по очистке воды. Теперь вода чище, а предприятие несет меньше потерь. Мы пока что первая станция, на которой эта установка используется. 400 тонн в час у нас с производительностью. А Рафик Абдулахитов из Лениногорска для своего транспортного предприятия продумал логистику. Говорит, главная цель – облегчить труд и повысить эффективность. Мы сократили время по вышкомонтажным работам, транспортные затраты, потом бригада час. То есть чем меньше делаешь какие-то лишние движения, тем больше ты получаешь результат. Почти 100 молодых инженеров-рационализаторов собрались вместе, чтобы поделиться своими идеями и получить новые знания. О том, какую поддержку от республики работающая молодежь может получить участникам форума, сегодня рассказал Дамир Фаттахов. Для нас очень важно, чтобы вот эта история рационализаторства, возможность предлагать новые идеи на предприятиях, безусловно, поддерживалась. А это могут делать люди, в том числе, которые подготовленные, которые тоже прошли определенное обучение. Этот форум на это и направлен. Форум рационализаторов и изобретателей республики образовательный. 5 дней они здесь учились, чтобы, вернувшись на родные предприятия, придумать еще что-то новенькое. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Семья Закировых из Балтасей отдала предпочтение русским тяжеловозам. Именно эту породу лошадей они разводят, чтобы снабжать татарстанцев кониной. Обзавестись пышногривой, низкорослой, а главное мясной породой помогла программа «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». О ее плюсах и тонкостях Алия Хайрудинова. Закировы разводят русских тяжеловозов. Говорят, лучшего помощника на селе не найти. Неприхотливый быстро набирает вес. 30 голов закупили в прошлом году в Магнитогорске и Ульяновске. Области славятся маститыми лошадьми. Стать настоящими коневодами Закировым помогла программа «Агростартап». Мы должны дойти до 80 голов. Мы это, думаем, дойдем. Она быстро, Москва не строится. От татарстанского Минсельхоза семья получила грант около 4 миллионов рублей. По условиям деньги можно потратить на покупку участка, рассады или скота. А еще закупить технику и построить дорогу. Правда, нужен первоначальный капитал, не меньше 10% от суммы гранта. В планах Закировых в неделю реализовывать до 5 голов. Только вкус прибыли ощутить сразу не удастся. Значит, она готовится в течение 2 месяцев. Поэтому если вот так смотреть, значит, деньги быстро не делаются. Поэтому, значит, усиленно надо заниматься. Жители уже проявили интерес к новой республиканской программе. Один будет реализовать коневодство, другой
животноводство будет увеличивать поголовье коров, а 2 выращиванием ягод. В прошлом году в Татарстане в программу вошли 103 фермера. Сумма гранта на всех 312 миллионов рублей. В большинстве своем это животноводы. Есть и пасечники, и птицеводы, и те, кому любы ягодные плантации. Алия Хайрудинова, Руслан Хуснудинов, Алмаз Зиединов, ТНВ, Балтасинский район. На сельскую ипотеку спрос превышает предложение. Дело только в низкой процентной ставке. Так ли это, читайте в интернет-газете «Реальное время». Побывать в военном блиндаже, прикоснуться к орудиям сражений, посидеть у Рейхстага и познакомиться с земляками-героями. Сегодня в музее-мемориале Великой Отечественной войны открылась новая экспозиция «Стена героев». Исторические лица увидел и о подвигах узнал Сергей Хайдаров. Конечно. Автомат принести? Посидеть за рулем военного мотоцикла, сфотографироваться рядом с Рейхстагом. Здесь это не то, что не запрещено, а наоборот приветствуется. Музей-мемориал открылся после большого ремонта совсем недавно, но здесь уже с самого утра казанцы сегодня гостям показали кое-что новое. Вот она, та самая новинка музея Великой Отечественной войны. Всего здесь изображены 198 человек. Каждый из них либо родился в Татарстане, либо так или иначе связан с нашей республикой. И благодаря этой стене с героями можно познакомиться. Давайте откроем шкафчик Мусы Джалиля. Внутри находятся его личные документы, а именно оригинальная почтовая карточка. Мы были холодная, это была одна из самых холодных зим. Как одевались, чем работали, за счет чего выживали. Это уже юноармейцам рассказывают о строительстве Казанского обвода. Расплющенные гранаты, ржавые пули, дырявые каски и военные документы. Все это десятки лет лежало на полях сражений. Сегодня хранится под стеклом. А этот двигатель от самолета почти 80 лет ржавел в болоте. Который подняли буквально в прошлом году поисковики и передали в наш музей. Он у нас стоит как раз в промышленности и символизирует те тысячи самолетов, которые собрали, потому что П-2, в общем-то, почти все были собраны в Казани на нашем заводе. Некоторые экспозиции в этом музее просто поражают воображение своей реалистичностью. Вот, к примеру, я нахожусь в блиндаже времен Великой Отечественной войны, где обычно сидели командиры, они читали фронтовые новости и принимали очень важные военные решения. Прошло очень много сражений, прошло очень много лет, прежде чем советские солдаты смогли вот так вот присесть у разгромленного Рейхстага и отдохнуть. Каждый стенд проходит через сердце, каждый стенд проходит через каждую семью. Ни один человек не может оставаться равнодушным, потому что у всех семейная история, у всех свои герои и память об этом на века. На войну ушли 700 тысяч татарстанцев. О судьбе половины из них ничего не известно. Стена героев будет еще одним напоминанием о подвиге земляков. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ Казань. Первостепенно не рекорды. Главное, чтобы секции не пустовали. Такие задачи сегодня поставил Фарид Мухаммедшин перед Федерацией волейбола. Сегодня в республике этим видом спорта занимается почти 40 тысяч человек. Какие проблемы намерены решить, чтобы любителей стало в 2 раза больше, расскажет Рамиль Галиуллин. Кажется, и смысла нет перечислять все титулы казанских волейбольных клубов. Их по несколько каждый сезон. И прошлый не исключение. «Зенит» и «Динамо» – обладатели Кубков России. Успех наших команд положительно влияет на развитие детско-юношеского спорта. Сегодня волейбол в Татарстане второй по популярности вид спорта в республике. Им занимается без малого 40 тысяч человек. Только на примере основных команд можно воспитать и юное поколение. Теперь задача заняться и непрофессиональным волейболом, например, среди студентов. Ее озвучил президент Федерации. Задача не ставится выйти там на рекорды какие-то там завоевать первые места. Главное, чтобы эти секции, кружки и созданные вот эти вот формирования, спорт-клуб, начали действовать и будут наши исходы. Но для этого нужны кадры. В районах и детских школах не хватает тренеров. Помочь их подготовить должна целевая программа. После того, как профильный вуз заканчивают ребята, мы делаем определенные конференции. Нам президент Руслан Николаевич помог. То есть у нас и единовременные выплаты, есть определенная там социальная карта. Быстрее, к сожалению, мы не сможем двигаться вперед.
Увлечь волейболом задача концепции до 2022 года, а с прошлого года республиканский статус обрела Лига школьного волейбола. Стараемся развивать этот вид спорта. Вот скоро будет зональный этап школьной волейбольной лиги. Муниципальный этап мы уже провели. Дети очень охотно занимаются волейболом, тренировками, не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. Как рассказали, стимул есть. Уже в 2022 году Казань увидит большой волейбол. В столице пройдет мужской чемпионат мира. Рамиль Галиуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. На дорогу вышли кабаны. Более десятка диких свиней на трассе в Камско-Устинском районе Татарстана сняли на телефон проезжающие мимо водители. В последние годы в республике таких случаев все больше из-за увеличения поголовья кабанов. Сейчас в республике их уже более 7 тысяч. Напомним, на оживленную дорогу Нурлат-Алексеевск 2 недели назад уже также выбегали и олени. Животные оказались из белярского заказника, а на дорогу их привлекла соляная смесь, которая обрабатывает асфальт. Далее подробно о погоде, но у меня пока все. Всего вам доброго. Санатории компании «Татнефть» приглашают на отдых и оздоровление. Живописные пейзажи, чистейший воздух, современное медицинское оборудование, сбалансированное питание, отличная возможность провести время всей семьей и отдохнуть от суеты городской жизни. За здоровьем в санатории компании «Татнефть». Подробности по телефону в Альметьевске 38 63 98. В автоцентре «Марка» весенний сейл. Nissan с выгодой до 350 тысяч. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Лечение катаракты. 29 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кузляр». Телефон 295 94 50. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Приглашаем в город Уфа на крупнейшие отраслевые события. Международную выставку «Агрокомплекс» и «Агропромышленный форум». Новые технологии и оборудование от лидеров отрасли. Профессиональная деловая программа. 17-20 марта. ВТНК «Экспо Уфа». Страховая компания «Чулпан» поздравляет всех женщин с Международным женским днем. Желаем любви, тепла, добра и понимания. В канун праздника предлагаем женщинам выгодную акцию для милых дам. Подробности на сайте компании и горячей линии. Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар. Сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Йоршаллыда 17 март Сара Садыкова концертлар залы. Рәхим итегез. Здравствуйте! Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер поздравляет с днем 8 марта и дарит 20% скидку на заказ шкафа-купе. Подробности по телефону 2 167 166 или на сайте danil-master.rf. В честь праздника 8 марта во всех ювелирных магазинах «Изумруд» скидка на ювелирные украшения из золота и серебра до 60%. Скидка действует только по 10 марта. Успейте порадовать себя и своих близких. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево на пару градусов станет прохладнее, переменная облачность, небольшой снег. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет облачно, местами снег и 2 градуса тепла. Небольшой снегопад ожидается и в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Дневная температура плюсовая, а ночью минус. На дорогах очень скользко. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном переменная облачность, 2 градуса тепла. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше местами снег и +1. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций.
Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в доктор Ост. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. В среду в Казани ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Дневная температура +2. Ветер слабый, атмосферное давление в норме, магнитное поле Земли спокойное. Мебель в итальянском стиле барокко неизменно пользуется спросом и популярностью среди ценителей модного роскошного интерьера. Это мебель для избранных, которая сделает ваш дом неповторимым. Вас ждут в салоне барокко по адресу Ямашева, 93, ТК Савинова, 4 этаж. Мебель в итальянском стиле барокко украсит ваш дом, сделает его уютным и изысканным. Проспект Ямашева, 93, торговый центр Савинова, 4 этаж.